Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня» и гость в студии АТВ, депутат Народного собрания Гагаузии Николай Додогла. Николай Харламович, добро пожаловать к нам на передачу. Здравствуйте. Николай Харламович, вчера было внеочередное заседание Народного собрания Гагаузии, на повестке дня было 8 вопросов. И вот один из вопросов был о внесении изменений в закон АТО Гагаузии об исполнительном комитете. Коль столько было споров между депутатами Народного собрания и исполнительным комитетом, хотелось бы узнать, вот какие изменения произошли в этом законе? Вы знаете, этот закон, в принципе, уже наверняка больше года рассматривается, потому что оно, в принципе, предлагалось еще во времена прошлого башкана Ирины Влах, которая не поддержала этот закон. В дальнейшем преодолевали вето. В общем, длинная история. Но в конце концов, бывший башкан ушел, новая власть, новый башкан, и все началось заново. Все началось заново, и первое чтение оно прошло. Когда мы пришли ко второму чтению, в Народном собрании я почувствовал, что, скорее всего, что не хватает голосов, и поэтому была назначена согласительная комиссия. Согласительная комиссия, куда вошли и представители Народного собрания, и исполкома, для того, чтобы уже пройтись по всем пунктам, по всем статьям, для того, чтобы найти компромисс и все-таки этот закон принять. Потому что в этом законе есть очень многие вещи, которые, на мой взгляд, которые ущемлялась исполнительная власть. Да. Здесь, в принципе, один из самых моментов, кто больше всех говорилось, это именно то, что начальники управления все обязаны знать гагаузский язык. Но там есть еще много маленьких тонкостей, где исполком не соглашался с этим законом, и поэтому он так долго длился. Но вот согласительная комиссия поработала, и вчера, в принципе, уже и исполнительная власть, и законодательная пришли к какой-то середине, и закон был принят. Но мое мнение, что законы, в принципе, нужно изменять, что-то нужно улучшать. Но в данный момент я отношусь к тем депутатам, что я не являюсь националистом. И я не всегда приветствую, что обязательно нужно исходить из того, что все должны знать, например, живя в Гагаузии, гагаузский язык. Есть очень много грамотных людей, очень грамотных, профессионально подготовленных. И мы лишаем их возможности, чтобы они были руководителями. Да? Они могут быть заместителями. И скажу, что это не очень хорошо, когда заместитель сильнее своего руководителя. Поэтому я в эти вопросы не очень уж поддерживал и считаю, что, конечно, согласительная комиссия поработала, мы проголосовали, в том числе и я, но я скажу, что я склоняюсь к тому, что здесь, в принципе, допущена ошибка. Но вчера между депутатами возник еще один спор по поводу наблюдательного совета. Я смотрела вчера заседание, и на этом заседании вы выступили, чтобы члены наблюдательного совета знали гагаузский язык. Вот ваши аргументы по данному вопросу, и почему депутаты все-таки они не пошли по этому пути? Видите, в законе в исполнительном комитете вопрос пошел, что все обязаны знать гагаузский язык. А где действительно нужно знать гагаузский язык. А я считаю, что в наблюдательном совете, почему я аргументирую, почему? Потому что у нас, в принципе, ГРТ имеет сетку, где есть часы, которые должны быть на гагаузском языке. Да, я не скажу точно процент, но, по-моему, в районе наверняка 40% где-то, 30-40%. И как может быть у руководства, наблюдательный совет – это руководство ГРТ, да? Как руководство может не знать гагаузского языка и передачи на гагаузском языке? Как мы будем давать оценки? Они должны мониторить эти. А как они будут мониторить, если они абсолютно не знают гагаузского языка? Если члены исполкома, где я считал, что они могут быть не гагаузами, потому что у нас ведется все фактически ведется на русском языке. Да? Но постепенно, может, все перейдут на может быть, но я язык. считаю, что здесь там должен был русский язык быть. А здесь, где обязательно, я считаю, что, например, меня бы взяли на работу, где все говорят на молдавском языке, а я не знаю молдавский язык. Как бы я мог курировать этих людей, не понимая, о чем даже они говорят? То же самое получилось у нас сейчас в ГРТ, в наблюдательном совете. У нас в наблюдательном совете появилось много людей, которые не знают гагаузского языка, а они должны мониторить, должны давать оценку работе нашего радиотелевидения. Очень много новых лиц в наблюдательном совете появилось. Они как? Они откуда? Или чьи? Или кто их поддерживает? Или они независимые? Как там? Так много людей еще ни разу не было. 27 кандидатов было, почти 30 человек. Здесь сразу чувствуется, что идет политическая борьба.
за исполком дралось несколько команд. Но и здесь ведется политическая борьба, и чувствовалось, что есть тут представители и сегодняшнего Народного собрания, что мы видели фамилии тех даже близких родственников некоторых депутатов, которые шли. Я ничего лишнего не хочу сказать, но я чувствую, что здесь командная борьба, что руководство Народного собрания тоже выдвинуло или тянуло, или поддерживало часть людей, которые должны быть в наблюдательном совете. Поэтому и те люди, которые были ближе к депутатам Народного собрания, те набрали больше голосов. Те люди, которые были ближе, например, вот Федор Добров, я знаю, что у него тоже там группа была. Да, они, не имея поддержки Народного собрания, они набрали мало. Почему? Это не из-за того, что кто-то более компетентный или более-менее компетентный. Здесь сыграло именно у кого больше голосов в Народном собрании. Вот этот конкурс не должен так проводиться. Потому что я считаю, что здесь конкурс должен проводиться именно по профессионализму. И здесь не должны голосовать депутаты Народного собрания, это мое личное мнение. Здесь должна работать комиссия профессионалов и выслушивать каждого человека по его профессиональным качествам. Что значит, если человек действительно готов работать, умеет работать, и для этого у него все есть, но у него нет поддержки Народного собрания, и его просто отфутболили, да? Зачем тогда он пошел туда? Поэтому я считаю, что здесь нужно доработать закон о радио и телевидении, для того, чтобы убрать все эти моменты, для того, чтобы не было, что Народное собрание фактически захватывает власть. Но они аргументировали тем, что нет закона такого, чтобы владеть конкретно гагаузским языком. Видите, к этому вопросу можно отнестись по-разному. Закона-то нет, но мы же берем реальность работы этого учреждения. Вот мы коснулись, что как можно мониторить наблюдательный совет, если, например, там будет руководство или большая часть, не знаю язык, как будет мониторить все программы, как оценку мы давать журналистам, которые работают, если мы не понимаем, о чем они говорят. Абсурд полный. Поэтому я, в принципе, предложил, во-первых, я это озвучил, для того, чтобы все слышали, что есть вопрос. Потому что там шло такое, что все, давайте правую руку подняли, прошли, все нормально, все гладко, и даже не обсудили. Но я об этом говорил, поднял вопрос, вплоть до того, что давайте проголосуем, чтобы люди видели, что кто хочет, чтобы действительно был профессиональный наблюдательный совет, а кто делает для того, чтобы забрать большинство и дальше управлять этим большинством. Николай Харламович, экс-башкан Ирина Влах уже завершила свой мандат правления Гагаузии, и как депутаты Народного собрания Гагаузии оценили ее работу за 8 лет, потому что мне показалось, что она даже не попрощалась с депутатами Народного собрания. Вы знаете, как Ирина Влах простилась с депутатским корпусом? Никак. Она сделала отчет в Кишиневе, она приглашала, по-моему, Кангас определенных людей, она отчитывалась в Камрате, в индустриальном колледже, который еще нет. А там присутствовали депутаты, когда она отчитывалась? Кто-то присутствовал, она обязательно кого-то приглашала. Но одно дело отчитываться с большой трибуны, где нельзя вопросы задавать. Одно дело, которое согласит наш закон, что башкан должен отчитываться в Народном собрании. И она не отчиталась не только последний год, она практически никогда не отчитывалась. А если даже шел отчет от исполкома, заместитель приходили. Поэтому я считаю, что это самый, скажу, что ни в коем случае нынешний башкан, чтобы не повторял таких ошибок. Потому что для чего тогда в Гагаузии, если башкан не отчитывается перед законодательным органом? Я считаю, что здесь немножко и Народное собрание дало возможность, если в определенный момент новый корпус Народного собрания где-то начали наводить порядок, где-то что-то спрашивать, где-то что-то дисциплинировать, то концовка была такая, что где-то пошел снова договорняк. Руководство Народного собрания и бывший башкан договорились. Резко, я помню, тогда проголосовали за состав исполкома, за бюджет, нынешний бюджет 2023 года. И тогда башкан Гагаузии Ирина Влах почувствовала, что может делать все, что хочет. Я считаю, что это неправильно. А вообще ваше мнение, 8 лет прошло уже, да, ее правление, что развитие Гагаузии замечается, было много грантов, об этом говорилось много. Если можете свое мнение по этому поводу высказать. Я не хотел бы сегодня кого-либо чернить, не моей это практики, и говорить уже о прошлом. Но хочу сказать, что это было золотое время для Гагаузии, и это не было связано с башканом Ирины Влах. Так уж оно получилось, что до башканства Ирины Влах
группа депутатов в парламенте, и бывшие башканы, и Народное собрание. Большая группа людей работала над различными проектами, грантами. И тогда вот получился такой момент, что Евросоюз выделил несколько очень больших грантов. Программа САР, Гонконг, там по 6, по 7 миллионов евро. Это огромнейшие деньги. В это время принимался бюджет местных публичных финансов, где участвовали уже мы, депутаты парламента в то время. И скажу, что мы тогда добились, что гагаузский бюджет фактически, не буду рассказывать тонкости, но фактически в Формузал, уходя, бюджет Гагаузии был 470 миллионов, а пришла Ирина Фёрна буквально через полгода. Бюджет стал уже 840 миллионов. Вы представляете, сразу выросло оно почти на 300 миллионов. Но когда вошли вот эти большие гранты европейские, НДС начал оставаться в Гагаузии, потому что выполняла большую часть работы гагаузские фирмы, а НДС остается в Гагаузии, бюджет вырос до миллиарда. Вот Формузал, как бы ни говорили, я был в конфронтации с Формузалом, но у него бюджет был 470 миллионов. А бюджет Ирины Влах вырос до миллиарда. Сейчас наш бюджет миллиард 300 миллионов. И все кричат, денег нет. Ну, хотя уже на 3 раза больше выросло, а времени не так-то много прошло. 8 лет – это небольшой срок именно для политики, для бюджета. Тем более, что курс у нас европейской валюты не вырос так сильно. В то время было оно примерно 10-15%. Поэтому, естественно, что это было золотое время. Но, к сожалению, я скажу, оцениваю работу бывшего Башкана как неудовлетворительную, что большая часть этих денег была разворована различными схемами, ну, а часть пошло просто на гуляние. У нас вот концерты, выездные какие-то мероприятия, праздники, фестивали. Вот это то, что стали мы очень авторитетным, самым популярным республикой, потому что столько фестивалей не проводит никто, кроме Гагаузии. И плясать, петь, вот мы научились хорошо. А я считаю, что мы как раз таки, имея такие большие финансовые средства, мы могли бы, конечно, поднять экономику. Да, тем более мы в парламенте Евросоюза добились и открыли и филиалы свободной экономической зоны, конечно, и в Камрате, и в Чедерунге. Имея такие огромные средства, миллиардный бюджет, конечно, мы могли бы вместе с центральными властями, да, Народное собрание поддержало бы 100%, влить какую-то определенную сумму для того, чтобы инфраструктуру этих свободно-экономических зон полностью, как говорится, сделать, и оно привлекло бы дополнительные предприятия, инвестиции, и тогда оно дало бы открытие рабочих мест, появились новые предприятия, которые приносили было сделано в этих экономических зонах? Я скажу, что у нас появилось только одно предприятие Фуджикура. Вот за это время в свободно-экономической зоне Камрати появилось одно предприятие. В Чедерунске, по-моему, даже ничего еще. Но мы знаем, что Фуджикура здесь тоже одно из таких самых хитрых сплетений, где должны заниматься правоохранительные органы. Компания к нам пришла и поставила условия Гагаузии, что мы будем у вас работать, но вы должны нам передать готовое здание. Гагаузия выделила со своего бюджета, бедные гагаузы выделили богатым предприятиям, вернее не им, а именно 14 миллионов для того, чтобы отремонтировать старые склады гражданской обороны. Да, помнится. Мы, по-моему, такое, да. в районе 14 миллионов, точно не скажу, так, примерно было 14 миллионов, где потратили для того, чтобы эти старые здания привести в соответствие, чтобы можно было, фирма пришла работать. Они пришли и начали работать. Но они поработали 1 год. Но там не свободная экономическая зона, там нужно платить 20% НДС. И когда заграничная фирма увидела, что нужно платить НДС, а они отправляют за границей все, что производят здесь, да, они получают за границей, перерабатывают там эти провода, что работа выполняет, дальше их за границу передают, продают. А тут НДС 20% большая сумма. Естественно, что они отказались от той зоны, от того... На деньги Гагаузии наплевали. И перешли в свободную экономическую зону Камрат. Там определенно другая фирма построила это здание. И выбросили то здание, где они работали, где Гагаузия просто потеряла 14 миллионов лет. Это заслуга Ирины Фёрны Влах. Потому что она курировала этот вопрос, когда какой-то человек приходит и просит 1000 лей на операцию, где денег нет. Мы 14 миллионов просто выкинули на ветер. Поэтому что говорить? Я говорю, что дай Бог, что новая власть, которая пришла, не совершала таких ошибок. Есть пример, что это нельзя делать. Поэтому надеюсь, что этого не будет. Ирина Влах все эти 8 лет занималась больше всего интригами. За эти 8 лет были везде скандалы. Народное собрание, она не приходила практически... Игнорировала, да? Можно на пальцах посчитать, сколько раз она была в Народном собрании. Везде скандалы. Но
Так уж получилось, что в это время менялась власть в стране, она нашла общий язык в одно время с демократами, с Плахотнюком, потом нашла общий язык, ну не нашла, а можно сказать, что Дадон с него пыль сдувал, да. Но в конечном итоге она всех и кинула, она потом потихонечку перескакивала от Воронина к демократам, от демократам к социалистам, потом к Кику, ну это ее судьба, ее дело, она пускай, как говорится, делает, что хочет. Но для Гагаузии это время, я считаю, что упущенное время для Гагаузии. При сильном руководителе с таким бюджетом, конечно, можно было очень много сделать. Прежде всего поднять экономику, это и рабочие места, и бюджет. Николай Харлампич, очень долго вот утверждался состав исполкома во главе с Евгением Гуцул, и в конце концов депутаты все равно утвердили. Вот что не устраивало депутатов? Для чего нужен был вот этот вот конфликт? 2 месяца мы за этим наблюдали. Вот. Все равно же утвердили. Знаете, наша команда шла последовательно к этим вопросам, и вот мы сначала, первый круг закончился, наша команда, вся команда, мы собрались, было представители всех 26 населенных пунктов, и мы приняли решение поддержать Евгения Гуцул. В принципе, из чего выходило, почему мы решили поддержать? Наша команда уже 16 лет находится в оппозиции региональным властям. Мы были 8 лет в оппозиции к Формузалу и 8 лет к Ирине Влах. Естественно, что я уже побелел. И было такое принято решение, что мы проиграли. Нужно признать свое поражение. Почему? Есть много составляющих. Не буду об этом говорить. Да, можно обвинять еще 16 лет кого-то. Но время идет. И мы решили поддержать тогда Евгению, потому что социалисты уже были у власти. Социалисты привели Ирину Влах, которая 8 лет была. Поэтому мы поддержали Евгения Гуцул. И наши голоса, в принципе, стали победными в этой борьбе. Она стала Башканом Гагаузии. Мы ее поддержали, как говорится, на выборах. Дальше мы ее поддержали для того, чтобы ее утвердили, потому что у нас начались катаклизмы, маски шоу, НЦБК, приезжало много чего. И именно когда мы вышли с поддержкой, поднялась вся Гагаузия, не только наша команда, вся Гагаузия, и все сказали, руки прочь от нашего Башкана, потому что это наш голос. Мы выбрали, нам дальше и судить. Вы не имеете права участвовать в этом процессе, и центральные власти отошли в сторону. Если бы Гагаузия не стала бы, я думаю, что было бы совсем по-другому. Дальше вопрос стал о признании, Башкан должен выдвинуть исполком Гагаузии, народ сам проголосовать. Вот здесь начались катаклизмы, начались переговоры. Скажу как есть, мы, поддерживая Башкана, мы тоже выдвинули часть нашей представителей нашей команды, которые могли бы быть членами исполкома. Здесь я видел, что и Ирина Влах, и представитель Народного собрания тоже выдвинули своих людей, были определенные люди от партии Шора. То есть я ожидал, что это будет избранные профессионалы, тем более, что был момент, что комиссия была, и мы участвовали в этом конкурсе. Во время выборов весь комрад говорил, что Дудоглу будет первым замом, и я, в принципе, от этого как бы не отказывался, хотя ничего страшного, что меня не сделали первым замом. Но мы проходили эти комиссии, в конечном итоге так получилось, что наши команды никому не предложили работы, кроме меня. Мне предложили быть заместителем, не первым заместителем, одним из заместителей Башкана Гагаузии, но я когда увидел, что ни одного человека нету с нашей команды, я сразу отказался, потому что неправильно это, идти одному и не думать о представителе нашей команды. Дополнительно было выдвинуто 4 заместителя. Люди, которые не живут в Гагаузии, они могут воевать и 10. Но живя здесь, я отлично понимаю, что у нас по законодательству должно быть 2. При Формузал умудрялся утверждать 3, но это уже если в Международном собрании с полком есть какая-то договоренность. Вот дошли до этого периода. И я скажу, что оказалось, что не только наша команда была обделена, но и команда председателя Народного собрания Юрия Константинова тоже не попали. Они же договаривались. Да, они договаривались, все мы договаривались вначале. Но мы не получили места. Я сказал, что мы не будем, мы давно в политике, я знаю, что выигрывать и проигрывать. Мы подождем. Я увидел состав, который предлагается, и сказал, что через 3 месяца, 100 дней эти люди поработают, но в дальнейшем тех людей, которые мы предлагали, а мы предлагали специалистов, они будут нужны будущим исполкома, мы вернемся к этому. Поэтому мы сделали паузу, никого не обвиняли, никого не шантажировали. Константинов пошел другим путем. Он, говорим как есть, надавил. Он, в принципе, довольно-таки в жесткой форме начал работать. Многие это поддержали.
И, конечно, в конечном итоге ему удалось все-таки договориться после нескольких заседаний исполкома Гагаузии. И скажу, что один из моментов, который был поднят в Народном собрании, что все вспомнили, что есть закон, что все должны знать гагаузский язык. Хотя я выступал и говорил, что здесь не это самое главное. Главное, чтобы они были профессионалы. Что мы помним, что в команде табунщика первого нашего башкана были, которые не знали гагаузский язык. В команде Крайтора то же самое. В команде Формузала то же самое. У Ирины Влах то же самое. Были много представителей, которые не знали гагаузского языка, но никто это не видел, даже не захотел видеть. А здесь пошли принципиально, все до единого. Поэтому это длилось много, потому учитывая, что у него большинство, учитывая, что большинство сегодня держится вместе, пока держится вместе, они, в принципе, надавили, что все должны знать гагаузский язык. Ну, пришли к тому, что поменяли всех, что все знают гагаузский язык. Я считаю, что башкан, ну, я же баллотировался в башкан, и я всегда сужу по себе, а что бы я сделал? Потому что я считаю, что башкан Гагаузии имеет право, не нарушая законодательство. Если депутаты заговорили о языке, но это закон, все. Нужно делать, как говорят депутаты. Проскочило бы, что не знают хорошо. Не проскочило, должны выполнять то, что говорят депутаты. Все должны знать гагаузский язык, но дальше я считаю, что башкан имеет право выдвигать исполком тех людей, которые башкан считает. С кем будет работать башкана, команда, да. В дальнейшем она отвечает за этих людей. Если они справятся с работой, то в дальнейшем депутаты Народного собрания могут приглашать начальника управления, выслушать и дать оценку. Говорится, отрицательную оценку, и этого человека башкан обязана поменять. Поэтому есть форма, как начальника управления, член исполкома снимать. Поэтому то, что так затянулось, я говорю, что это была какая-то игра, какой-то шантаж. Ну, в конечном итоге, как бы оно ни называлось, как бы оно ни делалось, но я считаю, что это победа Гагаузии. Хотя некоторые говорят, что наоборот, это предательство Гагаузии. А я считаю, что это победа Гагаузии, что исполком все-таки был утвержден. Неважно, слабый и сильный. Если спросить, как я думаю, я считаю, что слабый исполком. Но он все-таки утвержден и дает возможность, что мы начали работать. Потому что центральная власть Кишинева, когда она увидела, что начался в Гагаузии брожение, вначале при утверждении башкана Гагаузии они осунулись, Гагаузия встала, сказала наш башкан, они ушли. В дальнейшем, когда видишь, что в Народном собрании начался этот хаос, то центральная власть сразу гоп, значит, башкана не вводят в кабинет правительства. Раз. Начинаются как дополнительные какие-то уголовные дела. То есть они решили нашими руками депутатов Народного собрания убрать своего башкана, ну, сделать целый переворот здесь. Поэтому я считаю, что то, что мы утвердили исполком Гагаузии, это победа Гагаузии. Я считаю, что сейчас они должны начинать работать. Меньше концертов, как была при Ирине Влах, больше засучив рукава и работать. Справятся? Многие предсказывают, что не справятся. Но в моей практике, я работал очень долго, например, при мэрии, и были специалисты, которые приходили абсолютно новые люди, даже не в того профиля, где я начинаю работать, но за короткое время обучались и становились хорошими специалистами. Поэтому не буду я сегодня делать прогноз. Я желаю всем членам исполкома, я за каждого, как говорится, проголосовал, поддержал. Я желаю, чтобы они действительно засучили рукава и работали, но никогда не забывали, что пройдет определенное время. Я говорю 100 дней, потому что так уже у нас заведено, что 100 дней, после 100 дней любой власти дают оценку его работы. Естественно, что вернуться. Депутаты вернутся в дальнейшем к каждому управлению. Если там пошла работа, если там все хорошо, придираться не к чему. Но если не пойдет работа, или начальники не соответствуют своим должностям, то тогда, естественно, что возникнут вопросы вплоть до увольнения. Поэтому сейчас нужно работать и работать. Как вы считаете, все обещания, которые они предвыборные давали, сбудутся? Сделают они аэродром, как обещали, парк, этот развлечений для детей? Я уже политик, который участвовал, был и депутатом парламента, я знаю всех политиков Республики Молдова, и помню, что обещал и Воронин, помню, что обещал Филат, Плохотнюк, Дадон очень много. Про Ирину Влах даже не говорю, она все, что обещала, ничего не сделала.
Но хочу сказать, что я, конечно, не думаю, что все, что говорят сегодня представители Башкана, все это будет. Но я что-то начинаю верить, что у них что-то получится. Может, не все, они настроены все-таки может, не работать. все, но у них что-то получится, потому что они настроены работать. И они начали это делать. Вот я в Народном собрании, ряд депутатов начали кричать: вы это не сделали, вы то не сделали, обещали. А даже исполком еще не утвердили. Я на них смотрел и говорю: боже, подождите, ребят, мы Ирине дали 8 лет, и она не отчиталась. Значит, Евгения Гуцул только пришла работать, еще и исполком не утвержден. Мы говорим отчитаться. Конечно, нужно дать работу. Я вижу, что в многих населенных пунктах ведется работа уже, дороги делаются. И скажу, что наверняка я являюсь одним тем политиком, который не боюсь говорить имена и фамилии. И я иногда вижу, что некоторых раздражает, когда называют фамилию Шор. Что нет, не должны Шор. Но я скажу, а чего это раздражает? Если этот человек что-то делает полезное, если какие-то инвестиции, какие-то гранты, какие-то проекты, мы не правоохранительные органы судят об этом человеке, что он сделал. Пускай не судят. Но если кто-то пришел и что-то сделал, я не стесняюсь говорить его фамилию. Я вот сейчас пойду на примарские выборы и открыто говорю, что я готов, чтобы меня поддержал любой человек, если он считает, что я достойный, пускай поддержит. Если этот человек что-то сделает для нашего города, я не боюсь его фамилию сказать и еще и поблагодарить, сказать спасибо. Пожалуйста, мы открыты для всех, для инвестиций, для проектов, мы хотим развиваться. А дело других моментов, это правоохранительный орган пускай занимается. Это не мы должны кому-то давать клеймо, виноват, не виноват. Я скажу, в политике частенько такое бывает, что приходит одна власть, значит, те, которые были в власти, все они виноваты. Приходит следующая власть, те, которые после них были власти, те виноваты снова. И так по кругу идет. Поэтому пускай разбираются с этими вещами сами. Николай Харламович, вот то, что вы будете выдвигаться в местные выборы на должность примара, это уже известно, вы об этом уже заявили в социальных сетях, но все-таки вот хотелось бы вас спросить, почему вы для себя приняли все-таки такое вот решение, вновь баллотироваться на должность примара? Во-первых, я скажу, что я накопил очень много опыта. Я сегодня занимаюсь тренерской работой, мне эта работа очень нравится. Я оставляю, выиграв примарские выборы, оставляю за собой, что мое хобби, моя тренерская работа, практика продолжалась. И это можно совмещать. Но накопив такой большой опыт за это время, наверняка неправильно было обидеться на кого-то и отойти в сторону. Я стал примаром 37 лет. Да, неполных 37 лет я стал примаром города. Скажу, что сегодня, когда я это смотрю, это молодой человек, потому что есть у меня много друзей, воспитанников такого возраста, я считаю их детьми. Я тогда стал примаром города и скажу, что если давать оценку, нам многое удалось. Может, что-то и не удалось, может, что-то не получилось, но многое удалось. Сегодня, конечно, я смотрю совсем с другим взглядом все на это. Естественно, что имея сегодня такой богатейший опыт, где я вхож сегодня в любой международной организации, я знаю и посольство, я знаю и как идти к правительству, я знаю, как писать гранты международной организации, я знаю, как работает парламент, потому что я был депутатом парламента, я знаю, что нужно встречаться и с руководством, и президентом, и председателем правительства. Потому что, когда говорят, это оппозиция, это плохие, я не поддерживаю сегодняшнюю власть, ни в коем случае. Но если они сегодня у власти, мы с ними должны работать. Все, что получает страна, должен получить Гагаузия, в том числе город Камрад. Естественно, что я буду уходить. Один из моментов, скажу, что став Евгения Гуцул Башканом Гагаузии и видя, что эта команда что-то начинает делать, я лично считаю, что став примаром, я дам им возможность, чтобы они и в Камраде работали. Да, конечно. Я слышал, что архилент уже делается в Кангазе. Я рад за Кангаз, не будем спорить. Конечно, тоже надо развивать. Но я очень хотел бы, чтобы какой-то очень серьезный проект был бы и в Камраде. Например, как дворец спорта, что мы могли проводить, мы проводили, если помните, песни мира в Камраде, международные такие, значимые вещи, но еще чемпионаты мира по спорту. Поэтому это тоже один из моментов, который толкает, что именно в это время прийти с большим опытом, имея связи с центром, имея возможности, не будучи оппозицией к Башкану Гагаузии, я депутат Народного собрания. Несмотря, что я сегодня нахожусь не в большинстве, но я знаю всех депутатов, и я знаю, что я смогу находить общий язык с депутатом Народного собрания, предлагая законные, правильные вещи. И дополнительно, Камрад для меня, я вам скажу, это мой родной город. Я очень люблю Камрад.
У меня были разные периоды жизни. Мой брат живет за границей и очень давно. И разные периоды жизни, с победы и поражения, и бывает и очень, скажу, даже падения, где со всех сторон бьют и унижают, и все остальное. И этот человек внутренне ломается, и он может уйти. И на меня тоже были такие гонения, что Ирина у нас делала все, чтобы я уехал из Гагаузии. Мне работу не давали нигде. По моим родственникам били со всех сторон, кто занимается бизнес-предпринимательством. И не только по родственникам, по-моему, все сторонники пострадали ваши. Но я тогда сказал, что я с Камрата никуда не уеду. И если у меня есть силы, есть у меня опыт, я все, что могу, должен сделать. Поэтому я пошел на эти выборы. У нас будет очень интересная программа. И скажу, что очень многие людьми я встречаюсь, говорю, и вижу доверие в их глазах. Это очень важно. Я вот когда готовилась к передаче, я посмотрела вашу страничку в Фейсбуке и заметила, что в ваших постах на первом месте вы ставите решение проблем, вот, решение наших граждан, забота о гражданах. Примар должен служить людям. Вот, как вы к этому относитесь? Люди, вы с ними встречаетесь, общаетесь? Какими проблемами, что говорят вообще? Я вырос в интернате. Обычно те ребята, которые выращиваются в интернате, в детдоме, они к этому, они чувствуют это, более общения, они закрываются, они становятся общительными. Я люблю людей, я люблю беседовать, я люблю говорить, я люблю решать какие-то вопросы. Я не могу закрыться где-то, даже иметь какие-то благосостояния, закрыться, жить для себя, только для своей семьи. Я обычно все время при людях. Я всегда был меценатом, для этого мы открыли благотворительный фонд. Я вот, например, помню мои выборы последние в Народное собрание. Средств никогда мне не хватало, но я никогда не расстраивался. Даже на тех выборах сказал, что у нас нет огромных средств, но уверяю вас, что если меня выберете, я поднимусь на определенные посты, где у меня будет больше возможностей привлекать, находить и фонды, и помогать. И скажу, что вот я стал депутатом Народного собрания 3 года подряд, 6 месяцев в году мы помогаем людям. Мы выделяем социальную помощь, разную социальную помощь. Также люди пишут на материальную помощь. Ни одному человеку я много что оказываю. Да, есть и депутатский еще фонд дополнительный, который тоже помогает для этого. Но я скажу, что вот, например, коснулись этого, никто мне никогда не говорил, это хорошо или плохо, имеется из властей. Вот сейчас вижу, в Фейсбуке появились, долго помогает людям, то-то, то-то дает. Да почему в прошлом году не говорили? Почему позапрошлом году не говорили? Ведь это не делалось и не делается перед выборами. Выборы заканчиваются, мы дальше продолжаем с людьми работать. И я говорю, что мы и дальше будем работать. Я обещал, я это сделаю. Поэтому я общаюсь с очень многими людьми и чувствую людей. И чувствую, что эти люди хотят, чтобы мы были рядышком. Иногда, может быть, даже ты не сможешь человеку помочь, но хотя бы побеседуй. Вот послушаешь человека, и человек уходит довольный, что где-то снял камень с души. Нужно говорить, нужно снимать проблемы. Я отношусь к тем политикам, которые, я считаю, что в любом вопросе, даже если вопрос невозможно решить, все равно нужно встречаться, говорить. Один раз не получилось, второй раз не получилось, третий, 10-й раз обязательно тебя выслушают, потому что ты добиваешься. Говорят, дверь закрылась, иди в окно. Окно закрыли, иди в форточку. Но все равно добивайся, и получилось. У нас так было с открытием спортивного лицея-интерната. Когда, в принципе, я стал инициатором открытия спортивного лицея-интерната, никто не верил, что это возможно, потому что это большие деньги, в государстве нет денег. И скажу, что я тогда ехал в Кишинев каждый день. Был премьер-министром Василий Павлович Тарлер, наш сосед, соседнего села Башкалии. Так я туда ходил как на работу. И скажу, что он меня заметил. Он меня заметил, вначале не замечал, а потом мы уже с ним говорили, потому что я с ним здоровался, когда он приходил на работу, прощался, когда он уходил с работы, меня не пускали в правительство. В конечном итоге говорил, что пустите его, пустите, хоть пускай посидит там, потому что мы не готовы этот вопрос решить. Но пришел тот день, где правительство заседало, и премьер-министр поддержал наш проект. Открывался городской спортивный лицей-интернат в Кишиневе и Гагаузский. И мы открыли спортивный интернат. Поэтому я считаю, что путь в дальнейшем нашего города, а Камрат, столица Гагаузии, он должен развиваться, он должен привлекать инвестиции, туристов. Но в первую очередь, естественно, что мы должны разобраться с самыми главными вопросами. Эти вопросы были и до меня, и когда я был, и после меня. Это вопросы инфраструктурного характера. Вспоминая эти вопросы, я скажу, что
где-то, может быть, есть и моя вина в чем. Нам посчастливилось в то время, что к нам пришли предприятия, которые предлагали инвестиции. Это была голландская компания, но руководитель был румын. И предлагалось тогда, что мы дали концессии наши предприятия, чтобы заменить, там было 15 миллионов евро инвестиций, чтобы заменить наши водопроводы, заменить канализацию в городе, канализацию, которую до сих пор так и не построили. Все провода убрать под землю, эти электрические, значит, тротуары, асфальтировать, дороги, то все, что они испортят. Этот проект мы не внедрили только по причине одного человека. Это по причине бывшего башкана Гагаузии Ирины Влах. Вот тогда она, видя, что пройдут такие огромные инвестиции в Камрад, естественно, что примар станет популярным человеком. Вот тогда она, значит, пошла политическую борьбу против этого проекта. Сколько глупостей говорилось, что мы пойдем другим путем, не знаю, что деньги откуда найдем. И мы остановились. Я помню, что говорили, что румынам продаете город. Глупости, всякие глупости. Я скажу, когда я уже ушел с примарии, нынешний примар Анастасов был в этой компании 3 или 4 раза. Но они больше не захотели возвращаться. Они в тот период, когда начались у нас какие-то митинги против этого проекта, они говорили с такими глазами, что деньги были с Европейского банка. Они говорят, да вы что, вы такие деньги сунем, как здесь непонятно. Чисто политический вопрос не дал возможности этого решения вопроса. И сегодня Камрад, я думаю, если меня слышат сегодня люди из Заречья или из Камрада близко к Заречью, они живут страшно, они закрывают окна, двери, форточки, а если на улице час, то вещи уже воняют так, что нужно сразу стирать и все потом. Поэтому это проблема, которую не может решать только один примар. Вот Ирина Влах стала башканом Гагаузии. 8 лет. Формузал. Я ругался с ним все время. Но он успел Чедронги сделать. Но водопровод 7 миллионов грант получил, турецкий. Значит, по-моему, тоже 7 или 8 миллионов канализации. Полностью Чедронги есть канализация. Плохой формузал, хороший, но он оставил после себя своему родному городу главные вопросы. Да? А у нас Башкан имеет такие огромные деньги. Я не говорю про примара. Примарский бюджет не может вытянуть это. Да, исполком какие-то деньги давал, какие-то частичные работы, что-то выполнялось, но не было глобального вопроса, который есть. Я считаю, что в данном моменте мы уже не вспоминаем тот проект, тот ушел и все остальное. Но я считаю, что, конечно, в этом вопросе, и с этого нужно начинать, с инфраструктурных проектов. И один из самых главных проблем, который сейчас будет мешать, это то, что нынешний примар совершает большую ошибку. Он берет сейчас, вернее, уже взял во время выборов, кредит 7 миллионов рублей. Я не даю оценку работы примарей. С какой целью? 7 миллионов рублей для того, чтобы делать дороги. Делать дороги. Но я скажу, что у нас нет канализации. Мы сегодня берем кредит для того, чтобы 3-4-5 сантиметров сверху просто поставить асфальт. Но я, например, наша команда, я уверен, что мы готовились и идем выигрывать. Я считаю, что мы должны разделить город на 4 части, 4 года есть у примара, и брать один округ, второй, третий, четвертый, и эту работу начинать именно с канализации. Вот сегодня взяли кредит. 7 миллионов. Но это не человек кредит берет. Это не грант, кредит надо возвращать. Это нужно возвращать с процентами. Это берет примария. Это не важно, кто примар. Человек пришел, ушел, а примария должна платить. Вот мы берем кредит, сделаем дороги, и после этого возьмем и сломаем эти дороги. А за что мы заплатили? То есть и мы сломаем эти дороги, чтобы вырыть канализацию, где мы потратим такие большие деньги. Нынешний примар это не осознает, не понимает. Я еще раз говорю, я не хочу давать оценки, значит, господину Анастасову. Я постараюсь как бы на эти выборы, чтобы было меньше грязи. Просто те вещи, которые я считаю, что нереальные, это не должно быть. Но сегодня факт есть факт. Кредит уже взять, хотя мою бытность и как оно по закону во время выборов не имеет права государство давать разрешение взятия кредитов, потому что значит, кандидаты становятся не на равной позиции. Используется админресурс. Но он взял, по-моему, летом еще, да? Не, он до этого... Примар может брать кредиты все 4 года. Но кредит должен заканчиваться, когда истекает его срок. Во время выборов кредиты не разрешались. Сейчас, как добились, большой знак вопроса, кто дал разрешение этому кредиту. Ну, не эта тема сегодня. Но факт то, что я считаю, что
Будет очень обидно, что вот сделали сегодня дорогу, люди ждали его 20-30 лет наверняка, если может даже больше. А завтра мы пришли и ломаем эту дорогу для того, чтобы повести канализацию. А уверяю вас, что если люди, придет время этого района, и мы пришли там канализацию делать, у них со слезами на глазах, они скажут, ломайте, что канализация нужна. У нас все болезни от этой проблемы. Я скажу, что в Камрате очень много людей болеет. Почему? Потому что проблема от воды. У нас загажено все, у нас септики везде. У нас канализация города, это, наверное, 20-25%, больше нету. Поэтому эти проблемы, которые нужно решать. Поэтому я сегодня баллотируюсь. Сказал, что имея большой опыт, имея знакомство и имея сегодня видение, как с чего начинать и правильно идти. Человек, который только приходит, конечно, долгое время нужно, чтобы осознавать идти. Я это уже все прошел. Я был, начиная тренером, начальником управления молодежи и спорта, стал, то есть был членом исполкома, стал директором спортивного интерната, в дальнейшем стал примаром, здесь почти 9,5 года я был примаром города Камрата. 9, не 12, а 9. Нынешний примар уже 8,5. Мы почти уже одинаково. Я считала 11 почему-то. А я вам скажу, почему так считают. Все забывают, что я когда первый раз стал примаром города, я не пришел именно в сроку, а я пришел после Тавшамжи, где он уже почти 2 года был примаром. Да? Он ушел с работы, вернее, ушли в то время, будем говорить как есть. И тогда я баллотировался, стал примаром, это были 2 года. Второй раз, когда меня выбрали, 4 года я отработал полностью. И третий раз я отработал 3 года, потому что я пошел на парламентские выборы летом, стал депутатом, осенью ушел, значит, Кишинев работать депутатом, а выборы у нас были следующим летом. То есть фактически, как я ушел на выборы, я так и не вернулся. То есть я 3 года был. 3 и 4, 7, и 2, получается 9 с копейками. А все считают, что долго был 12. За это время... 3 срока вообще. Да. Я 3 раза выиграл, но фактически было 9 лет. Но за это время нам очень много удалось сделать. Я скажу, что вот когда я стал примаром, я ни в коем случае не осуждал, не давал оценки, а где-то наоборот я понимал и приглашал бывших примаров. Того же Доброва, того же Тавшамджи, да. Потому что я знал, что если я начал с 10 миллионов, у них еще меньше был. Они, значит, естественно, меньше могли сделать. Мы начали с 10 миллионов, закончили 45 миллионов. Новый примар пришел с 76, сегодня бюджет около 120 миллионов. Ну, я этим снова не хочу кого-то укорять. Просто хочу именно сказать здесь о том, не упреки, что это факты. когда я слышу некоторых ближайшего окружения примара, или он сам очень любит говорить, а никто до меня ничего не делал. Ну, как не делали? Дорогой, это слепой не увидит, глухой не услышит. Но столько проектов, которые мы внедрили, и вот я в Фейсбуке вы коснулись, я начал чуть-чуть напоминать людям, все мы делали. А мы работали, не только делали дороги, мы работали большой пласт Я хотела, работы. чтобы мы поговорили об одном очень важном проекте, проект «Центральный парк». Да, это очень видимый проект у вас. И я помню это время, когда было очень много негатива, да, в сторону Приморья, но тем не менее вам удалось это сделать. Сейчас это лицо Гагаузии, все хвастаются, фотосессии устраивают там. Людям очень нравится, но я помню, как они приходили в Приморье, устраивали. Вот, вы освещали, и вы это помните. Да, я помню даже, с чего начиналось. У нас есть репортаж в интернете, вороны оккупировали Центральный парк. Да? Вот насколько трудным был этот проект, если вы вспомните сейчас, расскажите. Это был действительно трудный проект. Трудный в чем? Я скажу, что было очень много жалоб. Много людей, которые поддерживали, что должен быть парк, да, изменения, а есть люди, которые старые закалки, которые считали, что нельзя и все. Жалобы шли не только гагаузские правоохранительные органы, прокуратуру, там, но шли за пределами, республику, КАГУ, и нам приходилось чуть не каждую неделю встречать проверяющих, докладывать, объяснять, там не знаю что, которые мешали продвижению работы. Мы начали эту работу, где не имели дополнительных средств, только все, что экономили с нашего бюджета. Мы потом уже, когда пошли насаждения покупать, выиграли проект, и мы купили насаждения, уже выигрывая грант, мы отправили, значит, с Польши привезли КАМАЗ этих насаждений, которые сегодня есть в парке и радуют Камрат, да, что только сакура, да, вся Гагаузия знает, когда все выходят цветет у нас туда. Сакура. А началось с чего? Началось с того, что я православный человек, я хожу в церковь, я верю в Бога.
И батюшка, у меня отец Ильян, покойный, Царство Небесное, очень уважаемый человек, и мы уважали. Начал он мне жаловаться: Николай, ты примар города, ты градоначальник, ответственность за тобой. Вороны со всех сторон прокляли наш город. Я не могу вести службу, потому что гар со всех сторон. Люди не могут после службы выйти, пройти, потому что сверху идет бомбежка. Что-то нужно делать. Мы предпринимаем первое решение, начинаем пилить верхушки деревьев. Когда начали пилить верхушки деревьев, я скажу, мы столкнулись с тем, что там начали падать птенцы. Я когда это увидел, боже, это же грех. Нет, прекратить это дело, мы не можем уничтожать этих птенцов. Что дальше остается? И мы пошли на самый, может быть, непопулярный шаг, но это было волевое мое решение. Я сказал, что мы должны это сделать, мы должны спасти нашу церковь. Действительно, какое-то напастие. Уберем все деревья. И мы принимаем решение. Со всех сторон пошли жалобы. Мы спилили эти деревья за несколько дней, потому что если бы это продолжилось, бы нам бы не разрешили. Мы это быстро спилили, эти деревья. И пошло-поехало. Что только не было, не хочу вспоминать. Но за всю работу, когда я был примаром, я не имел ни одного уголовного дела. Но именно вот этот проект, который приблизился очень близко к уголовному делу, потому что меня вызывали разные службы, вплоть до того, что когда даже мы закончили работу, мы полностью уже все закончили. Пришла заново жалоба, новая проверка. Проверяли там сантиметрами, измеряли там сколько чего положено. И в конечном итоге, даже когда эта проверка прошла, я говорю: боже, вы за такое короткое время и за столько мало средств было потрачено на проект, смогли такой красивый парк построить. То есть нас за это не ругали, а хвалили. Некоторые подумали, что у нас там чуть не пересадят весь всю промеры, а получилось, что в конце правоохранительные органы уже нас хвалили, что действительно хватит этим жалобам, проект есть, красивый проект, и он с каждым годом становится лучше и лучше. Поэтому я, когда хожу по парку, вижу, вспоминаю те времена, я тогда еще был помоложе, и думаю, спасибо, Господи, что дал тогда мне такое волю, что мы пошли на это. Это было правильное решение, и время показало, что это правильное решение. Какие еще были проекты реализованы, кроме Центрального парка, про которые вы можете с гордостью сегодня сказать? Значит, очень много проектов, но я остановлюсь в некотором моменте. Остановлюсь сначала на дорогах. Много есть информации сегодня новых властей, что вот мы ремонтируем дороги. Я сказал, что мы начинали с 10 миллионов, заканчивали 45. У нас особо-то и не было больших денег, чем этим заниматься. Но я скажу одно, что я когда стал примаром, 50-60% наших дорог были непроходимы вообще. Там был чернозем. И если шли дожди, там нужно было трактором проходить. И выросло новое поколение с тех пор. Это 20 с чем-то лет. Это выросло новое поколение, что не помнят. Но те люди, которые старшего возраста, со мной встречаются, говорят: Николай Иванович, говорят такие глупости. А что было? Мы сотни тонн щебня, по всему Камрату, каждой улице. Когда я ушел с примарии, не было ни одной улицы, кроме новых микрорайонов, где еще нет домов, чтобы мы не уложили там сантиметров 30-40, а где-то 50 щебня утрамбовали. То есть фактически мы привели все наши дороги к следующему этапу, что асфальтирование. Да? Но я считал, что следующее должно было именно быть канализация и потом уже асфальт. Но для асфальтирования каждая наша дорога. Сейчас для того, чтобы асфальтировать нашу дорогу, верхний слой легкой маленькой щебенки, маленькой фракции, и сразу 3-4-5 сантиметров асфальта, и дорога готова. Если говорят, мы построили дорогу. Да нет. Для того, чтобы дорогу построить, это нужно 40-50 сантиметров щебня укатать. Это огромные деньги, это долгое время. Пускай кто-то возьмет с властей и сделает дорогу с нуля с чернозема и заасфальтирует. И тогда поймет, что такое дорогу делать. А когда все готово, сверху наложили, строительная компания уложила 3-4 сантиметра, и все кричат: я дорогу сделал? Да нет, а что ты делал? Строительная компания уложила 3-4 сантиметра, и все, можно говорить. Я снова никого, как говорится, не хочу касаться, просто хочу сказать, что была проделана очень большая работа в этом направлении. Нам тогда удалось в конце
и начинать асфальтирование. Мы асфальтировали одну из самых больших улиц, это улица Лермонтова, где положили 2 слоя, значит, асфальта, это 8 сантиметров. Мы, значит, работали в центральном районе, где улица Третьякова асфальтировали и бордюры минали, часть этой дороги. Мы и в начале моей приморской работы улица Ленина была очень страшная, начиная с того края почти до центра, тоже было положено асфальт, это тоже был наш проект. Дополнительно асфальт мы получили улица Достоевского, улица Бендерская. Значит, когда я уходил, мы добились, что средства пришли на улицу Герасима, на улицу Островского. То есть говорить, что мы дороги не делали, это просто, ну, я не знаю, как можно такие вещи говорить. Мы это делали. Ну, слава Богу, что дальше делают. Я сказал, что я не обвинял тех, которые были до меня, и думал, что и меня не буду обвинять, а что-то меня обвиняют. И дальше, кто был после меня, придет время, поменяется примар, я тоже не собираюсь никого винить, потому что дальше начинается следующий этап. Один из очень важных, хороших проектов, которые мы внедрили, который был сложный для меня, много было, но я именно по сложности говорю, это было, значит, ремонт корпуса в больнице, хирургического корпуса. Если помните, в те времена, значит, как раз переходили, как оно называется правильно, полисы, медицинские полисы, на медицинские полисы. Денег не хватало, и больницы находились в очень плачевном состоянии. Именно в Камрате, наше все отделение. Ну и, в принципе, где больше всех операций, да, именно у нас в хирургии. Там больше всех проходит людей, потому что больше всех именно в этом направлении операции проводятся. И ко мне обратились сначала наши жители, потом я пришел, посмотрел состояние всех этих палат. Конечно, это было плачевное состояние. Здание было, значит, довольно-таки широкие стены. То есть, если там ремонтировать, я понимал, что там будет тепло. В принципе, это старое здание, но можно было сделать, если европейский ремонт, это было бы хорошим отделением. И тогда я встретился с руководителем Петром Нарцисовичем Альбертяном, который, когда услышал, что мы это хотим ремонтировать, он говорит, да, не верю, не может. Руководителем больницы мы встречались, со стороны больницы была полная поддержка. И мы тогда выделили деньги из нашего бюджета. Больница не находится на балансе примарии. Они были предусмотрены в бюджете? Они не были предусмотрены, ни одной бани. И дополнительно мы в целом, если закон, даже не имели права туда выделять. Потому что она относилась к администрации, они являются прямо руководителями. Но это наш город. А если у них нет денег, что делать? И у нас нет. Ну давайте мы будем экономить. Давайте найдем подрядчика, который будет где-то ждать, чтобы мы частично гасили. И я скажу спасибо нашим подрядчикам. Оказалась хорошая компания, Челябинская компания там работала. И мы смогли этот проект внедрить. Получился действительно замечательный ремонт, спасибо им всем. И очень многие люди, которые были тогда в хирургическом отделении, где они лежали, уже палаты, после этого приходили при Марии Николаю Ивановичу. Мы как на курорте, мы в санатории, а не больнице. Врачи замечательные, условия замечательные, тепло. Это был тоже очень хороший проект. В таком же направлении был внедрен ремонт спортивного лицея-интерната, спортивного зала. Тоже это учреждение находится на балансе примарии. И тоже, казалось бы, мы отвлекаем все средства, и будет там не знаю что. Но мы отремонтировали спортивный зал, он и сейчас работает. Тоже туда был большой проект, но мы смогли это сделать. Один из самых замечательных проектов это был ремонт дома престарелых. Я скажу, что это наверняка был долг каждого человека. Он был открыт до нас. И примария, имея бюджет, я сказал, что ниже 10 миллионов, она смогла сделать то, что она смогла. Спасибо, что они открыли. А этот дом работал разве до... Да, он был. Больше Турция помогала, там дали матрасы, какие-то кровати. Но мы когда пришли, там условия, конечно, были катастрофические, и питание было. В общем, или нужно было закрывать, или что-то делать. И скажу, что мы реабилитационный центр, Фиданчик, скажу, что мы пришли, и там были большие проблемы с садик, не хватало мест, все хотели их выселить. Но я сказал, что нет, мы этих детей не обидим, и мы сохранили их, и слава Богу, сегодня они работают. Ну, тогда мы с домом престарелым, я тогда начал искать проекты, потому что в бюджете, я говорю, хоть где-то мы экономили, бюджет не такой, и мы нашли. Я много раз ездил в Турцию, я был заместителем председателя Союза муниципалитетов Турского мира, что позволяло мне встречаться и с министрами турецкими, многими муниципалитетами, я встречался и с Эрдоганом несколько раз, и мы получили тогда замечательный проект по дому престарелых. Дополнительно мы тогда договорились, что турки нам построят новый садик
кукурузном первый садик. Не скажу, что это тоже ваши договоренности вашего периода это было, да? мы получили фактически уже средства, проект все сделали, но мы ушли, дальше после нас это было достроено. Но это наш проект. И тогда дом престарелых, я помню, мы работали с Тикой, и руководитель Тика, Атила, даже помню, как звать, он уже ушел давно. Что интересно, что он приходил каждую неделю, он приходил вместе со мной, контролировал. Он мне сразу сказал, а можно буду я контролировать? Я говорю, хозяин барин, если вы финансируете, ребята, все, что вам не понравится, все будем переделывать. Я тоже, есть подрядчик, но будем рядышком с подрядчиком. Да, мы с Примарии тоже какую-то сумму денег дали, потому что все не хватало. Да, действительно получился замечательный дом престарелых с хорошими условиями для наших людей. Тоже хороший коллектив подобрался. И это тоже наш очень замечательный проект, который у нас есть. Но одни из таких важных проектов, которые мы внедряли, это даже первые годы, когда я пришел, что дороги, конечно, это важно, но важна человеческая жизнь, наши дети. И скажу, тогда проблема была очень большая, наши детские садики и школы. С их 4-го этажа по 1-й текли крыши. Нам удалось практически везде построить новые шатровые крыши, садики и школы. Мы отремонтировали где-то 8 домов, частные дома людей, уже в контакте вместе с людьми. Мы строили крыши, потому что и там такое же положение было, что текли. Да, в основном больше пенсионеров, без пенсионеров. Мы выделяли всю эту сумму, а часть денег уже собирали, мы сделали ассоциацию жильцов. Мы в этом направлении работали, чтобы людям было лучше. То есть я скажу, что мы действительно работали разносторонне во всех направлениях. Не было приоритета только, например, как сегодня говорят, дороги. Да, очень хорошо дороги, но очень много других есть сопутствующих моментов, где мы работали и будем работать. Я скажу, что тот бюджет, который сегодня есть, не укоряюсь, но сегодняшней Примарии, то, что они сделали, спасибо, работа тоже их не видна, не надо говорить, мы лучше, они хуже, все работают. Но имея тот бюджет, если выбирать правильные приоритеты, как я считаю, правильные приоритеты, мы сможем очень много вещей делать, чтобы после этой работы не переделывать. Вот, например, как те же дороги. Сделаем дороги, потом канализацию. То есть правильно надо правильный приоритет, деньги. Сделал канализацию, провода вниз, новые водопроводы есть. У нас есть микрорайоны, где они подключены к центральной трассе. Мы их должны всех подключить. Везде все сделал, асфальт, и дальше уже все закончено. И обязательно ливневики. Если мы ливневики не будем делать, наши дороги больше 2-3 лет держать не будут. Они есть на сегодняшний день? К сожалению, ливняков можно сказать, что 0,1%. Николай Харламович, очень много хороших, успешных проектов у вас было, вы рассказали, вспомнили об этом, но были у вас и такие проекты незавершенные. Я хочу затронуть один проект, чтобы вы рассказали, потому что есть комментарии в социальных сетях, об этом надо говорить. Вот проект «Генчлик» упрекает, что это был ваш проект, а вы не завершили до конца. Что с этим проектом? Что произошло вообще тогда? Знаете, я когда уже был примаром, скажу, что сейчас нет такого. Тогда Ирина Федоровна, ее команда, ГГУЗ-Инфо, были наняты специальные, я скажу, киллеры-журналисты, которые охотились и всякую грязь писали для того, чтобы очернить человека. И была команда ФАС Дудогла очернить, потому что он может стать кандидатом в Башканы и можно... Конкурентом. И вот меня чернили со всех сторон. Собаку, случайно машина задавила. Кто виноват? Дудогла виноват, что не убирает. Лампочка сгорела. Кто виноват? Дудогла виноват, купил бракованную лампочку. Мусорник перевернули. Кто виноват? Дудогла, где он чего не смотрит. Приходилось до того, что мы, например, переходы Заречья, везде ставили торшеры. Специально, мы даже несколько раз словили, родители вызвали, специально отправлялись люди, которые специально ломали все, чтобы разбивали, чтобы нам помешать. Вот это с того же, как говорится, момента и про Генчлик. Что с Генчликом? Приехала нам компания, я примар города. Они предложили внедрение проекта. Показали проект. Они показали проект, что они хотят построить новый современный микрорайон. В этом микрорайоне многоэтажные дома. Идея хорошая, да? Многоэтажные дома, школа, садик, магазины. Полностью новый проект. Я начал узнавать, кто эти люди. И это бывший министр транспорта и дорог при Воронине. Был господин Семеновкер. То есть я вижу, что люди серьезные. Они хотят у нас арендовать землю. В последующем, когда они построят эти здания, выкупить под этим зданием землю. Это их право, если они, делают капитальное сооружение. Примария, то есть Дудоглу, вместе, даже не Дудоглу, а муниципальный совет,
проголосовал выделить определенное количество гектаров для этого проекта. Вот все, что примария должна сделать. Мы, естественно, что я как примар подписал договор, мы дали в аренду кусок земли, чтобы они строили. Они начали строить. И скажу, что их строительство пошло очень бурно. Нам радовало. Но снова мешалась политика. Так уж получилось, тогда Башкан Формузал, которому не понравилось, что эта компания не пришла в Башкану Гагаузии, ведь Башкан глава всей Гагаузии, а пришла в примарию. И тут же пошли жалобы в прокуратуру, Кишинев, Камрад. Прокуратура приходит, значит, останавливает работы с тем, что якобы земля передана для строительства, является сельхозземлей, а не землей, значит, для строительства. Начинается разборка. Суды шли 2 или 3 года, по-моему, даже больше шли суды. В конечном итоге суды дали, значит, свое решение, что правильно примария выделила землю, там можно строить. Но за это время, естественно, что строители и компании, когда строятся, они потеряли свой авторитет, потому что везде ведется ипотека. Первые дома поднимаются, люди начинают выкупать квартиру, идет финансирование, и дальше за счет этого финансирования строятся следующие дома. Они же брали тоже кредиты. Их кредиты просто съели из-за того, что им не дали строиться, их авторитет сломали, что в дальнейшем, когда стройка была остановлена, кто пойдет покупать квартиру, если неизвестно, они будут ли. Но это проблемы полностью этой компании. Это не проблема примарии. Примария дала аренду землю. Каждый год за эту землю, пока я был, сейчас я не знаю, что там, в каком состоянии, но каждый год за землю нам платили. То есть примария отсюда имел доход. Раньше у нас это было пустырь, а мы дали в аренду, и мы получали за это средства. Примария выигрыша в любом случае. Ну а то, что не дали достроить, конечно, мне жалко этого человека, потому что канализацию мы не заимели тоже из-за политического вопроса. Этот микрорайон тоже был не построен, тоже из-за политических моментов, что из-за каких-то политиков. Николай Харлампович, если вы станете примаром Камрата, каким будет сотрудничество с Башканом Гагаузии, у вас с Народным собранием Гагаузии? Вы немножко говорили об этом, но очень интересует вопрос с Кишиневым. Да, говоря о Кишиневе, мы говорим с президентом, потому что мы видим комментарии в социальных сетях. Вот как вы планируете эту работу? Ну, начну с центра. Я как-то коснулся сегодня даже, что я не поддерживал и не поддерживаю сегодня власть центра, то есть в партию ПАС. Но я уже говорил, что есть сегодня власть. Плохая, хорошая, она есть. Страна живет, страна получает дополнительные гранты, субсидии. Мы живем в этой стране. Да, мы живем в этой стране, работает правительство, выделяет средства, контроль. В общем, идет работа. Поэтому здесь глупо было бы, чтобы просто обидеться, уйти в сторону и ждать, пока они уйдут. Нет, мы будем ждать. Нет, я сегодня говорю, что мне уже не 25, не 30 и не 40. Я сегодня уже составившийся политик, зрелый человек. Поэтому естественно, что у меня будет нормальное отношение. Не политические наши отношения. Политическая борьба, когда приходят выборы, естественно, я поддержу, кого я посчитаю нужным. Я не поддерживаю эту власть, потому что я считаю, что она, как говорится, наша Гагаузия русскоговорящая. И мы всегда поддерживали левые партии, в том числе и я. Но с властью Кишинева нужно работать. Я найду контакт со всеми министерствами для того, чтобы те проекты, которые касаются Гагаузии, Камрата лично, для того, чтобы их внедрять совместно со всеми министерствами, получать субсидии, получать гранты, работать в каком-то контакте. Я ни в коем случае не ставлю себе задачу, что уйти по позиции, ни с кем не работать. Что касается гагаузских властей. Ну, наверняка у меня больше всех есть опыта работы в оппозиции. Я говорю, 16 лет я был в оппозиции региональным властям. Но, несмотря на это, мне, будучи примаром почти 10 лет, удалось очень многое сделать. Но сегодня я не нахожусь в оппозиции Башкану Гагаузии. Достаточно сказать, что мы ее поддержали. И, может быть, одно из моментов, почему она выиграла, потому что это была наша поддержка. Поэтому я планирую в дальнейшем работать в одном направлении. Камрат является столицей Гагаузии. Башкан должна заниматься всей Гагаузией, в том числе и Камрат.
Для меня это не будет ревностно, что есть какие-то вопросы, которые примар где-то должен отчитываться или где-то принимать совместное решение. Ничего страшного. Но мы будем работать с центральными властями Гагаузии для того, чтобы Гагаузия больше развивалась, больше получала каких-то доходов, потому что на столице Гагаузии все люди приезжают в Камрад. Народное собрание, я скажу, что мы тоже будем контактировать, и председателем Народного собрания. Кстати, хочу сказать, что у многих бытует мнение, что Дудоглу с Константиновым являются злейшими врагами. Я скажу, что я давно вышел с того возрастного периода, где воспринимаю политические какие-то моменты, нет, что мы не можем быть на одной стороне. Потому что политика – это что? Политика – это не бывает вечные друзья. Есть интересы, политические интересы, которые нужно идти. Константинов как раз относится один из тех моментов, что у нас бывают периоды жизни, где политические интересы сходятся. Мы где-то можем контактировать. Есть моменты, где у нас не сходимся, и мы, естественно, что и я, и он высказываемся друг о друге. Но нет у меня кровных каких-то вещей, которые я могу быть обижен или он. Да, мы выговариваем, я скажу, что самое главное. Я, если недоволен председателем Народного собрания, всегда ему говорил в лицо, но не где-то там в подвалах или не знаю где. Есть вопросы, сказал, все. Он такого же склада. Поэтому мы друг друга как об этом отношении знаем. Город, он тоже живет в городе. Тот председатель Народного собрания Константинов. И его семья, и все. И скажу, что и многие вещи, которые он тоже участвовал в жизни нашего города, были разные этапы в жизни. Поэтому я считаю, что председатель Народного собрания с Камрад – это тоже большой плюс для примара города Камрад. В этом вопросе мы должны находить общий компромисс, убирать свои личные, убирать в сторону. Ради города мы должны решать городские вопросы. Да, может быть, нам и не нравимся друг другу, но есть городские вопросы, которые нужно решать. Поэтому, значит, сегодня, идя на эти выборы, я перед собой поставил задачу, пройдя длинный путь, не делать больше никаких ошибок, работать и с Народным собранием, работать и с исполкомом Гагаузии, с центральными властями, работать с будущими коллегами-примарами из других населенных пунктов. Естественно, что участвовать и в политической жизни Гагаузии, защищать интересы города. Если мы не будем заниматься политикой, политика займется нами, но при этом не перегинать, не переходить. Я это прошел. Всякую политическую партийную борьбу я это прошел. Я считаю, что примар не должен этим заниматься. Примар должен больше заниматься своим хозяйством, своим городом. Ну, а приходит время выборов, естественно, каждый может поддержать, кого он хочет. Но работа примара – заниматься полностью, быть хозяином своего города, заниматься хозяйственными делами, прежде всего. Ну и в то же время, наверное, не забывать, что каждая вот и выборная должность – это люди должны служить народу. Николай Харламович, я желаю вам удачи в предвыборный период и ждем вас на наших дебатах, которые начнутся сразу после завершения всех кандидатов, после регистрации. Вы смотрели программу «Тема дня». Программу провела Елизавета Ротарь. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Спасибо.